Защита материнства и детства провозглашалась одним из главных направлений социальной политики советского государства, а сами дети едва ли не величайшей ценностью. Преступления фашизма против мирного населения, особенно стариков, женщин и детей, возбуждали самую настоящую жгучую ненависть к врагу. Одним из ее символов стала трагедия Клавдии Абрамовой. Клавдия Ильинична Разуваева родилась в 1906 году в селе Архангельском Уфимской губернии. Казалось, ее ждала судьба обычной крестьянской девочки. Но великие исторические катаклизмы начала XX века не только изменили ход отечественной и мировой истории, но и прямо отразились на судьбе Клавдии. Когда она подросла, оказалось, что в деревне только восстанавливающейся после ужасов революции, гражданской войны и голода 20-х годов работы для нее нет. Как и многие молодые крестьяне той поры, Клавдия уехала в город. Начинающаяся индустриализация требовала много рабочих рук, даже неквалифицированных. В целях уравнивания женщин в правах с мужчинами советская власть активно привлекала к работе на промышленных предприятиях представительниц прекрасного пола. Молодая Клавдия Разуваева пополнила ряды пролетариата. Она стала швеей-мотористкой на фабрике имени 8 марта. Там она вступила в комсомол, стала общественной активисткой. Особенно ее привлекали вопросы социалистического права и законности. Одной из главных проблем, которые стояли перед страной в то время, была повальная неграмотность населения и низкий уровень образования среди грамотных крестьян и рабочих. Для их преодоления были учреждены курсы ликвидации безграмотности, которые давали людям начальное образование, и рабочие факультеты при вузах, которые осуществляли подготовку молодых пролетариев к поступлению в университеты и институты. Рабфаки были учреждены еще в 1919 году, а в середине 20-х они поставляли высшим учебным заведениям до 40% абитуриентов. В 1930 году только в РСФСР было 117 рабфаков, а это 44 930 студентов. Спустя 3 года в СССР работало уже более 1000 рабфаков, где обучалось около 350 тысяч человек. Многие рабфаки создавались при отраслевых вузах. Это позволяло использовать в учебной работе оборудование, лаборатории и кабинеты. С годами все большее значение стали получать вечерние рабфаки, где студенты не отрываются от производства, от рабочей среды, оставаясь связанными с производственной, общественно-политической, профессиональной жизнью своего завода и фабрики. В 1933 году Клавдия Разуваева поступила на один из них при Московском институте права. Мы вряд ли когда-либо узнаем точно, почему дочь крестьян, профессиональная швея из Башкирии, решила посвятить себя юриспруденции. Советская правовая система в ту пору находилась на этапе становления. В годы учебы Клавдии Разуваевой велась работа по составлению Советской Конституции 1936 года. Она декларировала неслыханные прежде свободы и права. Статья 122. Женщине в СССР предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни. Возможность осуществления этих прав женщин обеспечивается предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд, оплату труда, отдых, социальное страхование и образование, государственная охрана интересов матери и ребенка, предоставлением женщине при беременности отпусков с сохранением содержания, широкой сетью родильных домов, детских яслей и садов. Статья 123. Равноправие граждан СССР, независимо от их национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной и общественно-политической жизни является непреложным законом. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или, наоборот, установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности, равно как и всякая проповедь расовой или национальной исключительности или ненависти и пренебрежения, караются законом. Конституция СССР 1936 года. Советским юристам 30-х годов предстояло претворять эти законы в жизнь. Во время учебы Клавдия Разуваева познакомилась с земляком Павлом Абрамовым из Белорецка. Они полюбили друг друга и поженились. Молодых специалистов по распределению отправили в Ставропольский край. Клавдия Ильинична Абрамова стала сотрудником краевой прокуратуры. Советская прокуратура была создана 28 мая 1922 года по решению 3-й сессии в ЦИК 9-го созыва. Изначально она мыслилась как часть судебной системы, поэтому в ноябре 1923 года была образована прокуратура Верховного суда Союза СССР, которые предоставили широкие полномочия.
Право законодательной инициативы и совещательного голоса в заседаниях высших органов власти страны, а также право приостанавливать решения и приговоры коллегии Верховного суда СССР. В июне 1933 года постановлением ЦИК и СНК Союза СССР было принято решение об учреждении самостоятельной прокуратуры Союза СССР, на которую помимо основных возлагались дополнительные функции. Надзор за соответствием постановлений и распоряжений отдельных ведомств Союза СССР и союзных республик и местных органов власти, Конституции и постановлением правительства Союза СССР. Наблюдение за правильным и единообразным применением законов судебными учреждениями союзных республик с правом истребования любого дела в любой стадии производства. А протестование приговоров и решений судов вышестоящей судебной инстанции и приостановление их исполнения. Возбуждение уголовного преследования и поддержание обвинения во всех судебных инстанциях на территории Союза СССР. Надзор на основе особого положения за законностью и правильностью действий ОГПУ, милиции, уголовного розыска и исправительно-трудовых учреждений. Общее руководство деятельности прокуратуры союзных республик. Работа Клавдии Абрамовой была отнюдь непростой. В годы Большого террора нужно было иметь немалое мужество и самообладание, оставаться верной себе, чтобы выносить правильные и справедливые решения, невзирая на политическую конъюнктуру и атмосферу всеобщего страха и доносительства. Впрочем, люди в любой исторический период остаются людьми. В 30-е годы в семье Абрамовых родились две дочери – Рита и Лира. На рубеже 30-40-х годов она стала вторым секретарем Сталинского райкома партии. Война застала Клавдию Абрамову в должности помощника краевого прокурора. Супруг ушел на фронт. Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР, в стране было объявлено военное положение. В местностях, объявленных на военном положении, все функции органов государственной власти в области обороны, обеспечения общественного порядка и государственной безопасности принадлежат военным советам фронтов, армий, военных округов, а там, где нет военных советов, высшему командованию войсковых соединений из указа Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года. В условиях войны работа Клавдии Абрамовой была направлена на неукоснительное соблюдение гражданами и должностными лицами указов и постановлений власти военного времени. В приказах по прокуратуре СССР и Наркомюсту СССР того периода красной нитью проходит мысль о том, что всякий, кто нарушает закон, будет подвергаться наказанию. Прокурорские проверки и расследования уголовных дел должны были проводиться в кратчайшие сроки и без малейшего бюрократизма и волокиты. Органы прокуратуры осуществляли надзор за исполнением законов военного времени, направленных на охрану общественного порядка, трудовой и государственной дисциплины, прав и законных интересов военнослужащих и их семей, охрану социалистической собственности от преступных посягательств. Но в первую очередь прокуратура обеспечивала безусловное исполнение законов о поставке военной продукции, об оказании помощи фронту и об укреплении тыла. Своей подруге в Уфе Абрамова писала, что очень хотела бы вернуться в родной город, но не может, слишком много дел. При этом добавляла, что ее старшая дочка Рита ходит в школу, отлично учится, а младшая Лира – в детский сад. На предложение отправить в Уфу детей отвечала, что ни дня без них не может прожить. Между тем фронт приближался к Ставрополю. Начиналась битва за Кавказ. Начало 1942 года планировалось как борьба с противником в активном таком направлении, контратаки противника и контрнаступления. Но вот уровень военного искусства в 1942 году еще был крайне невысок. Советское командование не овладело всеми тонкостями стратегии и тактики, и планируемая операция на весну и лето 1942 года привели, конечно же, к тяжелым поражением. Это, во-первых, не смогли решить проблему вокруг Ленинграда, блокада сохранилась, и действия, направленные на деблокаду, они не привели ни к какому успеху, по сути, катастрофе. Это проблема с Крымским фронтом, который, когда был высажен десант и был создан Крымский фронт, который должен был вести на наступление в Крыму и освободить Крым. Это была тяжелая трагедия Крымского фронта. Ну и затем 1942 год – это Харьковское направление, операция, которая завершилась крахом. И все это привело к тому, что немецкая армия начала наступать на Сталинград, пытаясь выйти на линию Волги и прервать снабжение с Кавказом, нефтью кавказской, и отрезать южные позиции
наших войск. Ну и все это потом впоследствии привело к сложным еще боевым действиям, которые шли в районе Северного Кавказа. В общем-то, ситуация была тяжелая, критическая. Краевая прокуратура была эвакуирована из Ставрополя в Кизляр. Однако Клавдия Абрамова не захотела или не успела выехать из города. Дочери были с ней. По-видимому, Клавдия Абрамова сознательно готовила себя к подпольной работе в фашистском тылу. Именно этого требовала от коммунистов советская власть. В войне с фашистской Германией, захватившей часть советской территории, исключительно важное значение приобрела борьба в тылу германской армии. Задача заключается в том, чтобы создать невыносимые условия для германских интервентов, дезорганизовать их связь, транспорт и сами воинские части, срывать все их мероприятия, уничтожить захватчиков и их пособников, всемерно помогать созданию конных и пеших партизанских отрядов, диверсионных и истребительных групп, развернуть сеть наших большевистских подпольных организаций на захваченной территории для руководства всеми действиями против фашистских оккупантов. В этой борьбе с фашистскими захватчиками мы имеем много еще неиспользованных средств. Много упускаемых нами возможностей для нанесения тяжелых ударов по врагу. Во всем этом нас беззаветно поддержат в каждом городке и в каждом селе сотни и тысячи наших братьев и друзей, попавших теперь под пяту германских фашистов и ждущих с нашей стороны помощи в деле организации сил для борьбы с оккупантами. Чтобы придать всей этой борьбе в тылу германских войск самый широкий размах и боевую активность, необходимо взяться за организацию этого дела на месте самим руководителям республиканских, областных и районных партийных и советских организаций, которые должны в занятых немцами районах лично возглавить это дело, возглавить группы и отряды самоотверженных борцов, уже ведущих борьбу по дезорганизации вражеских войск и по уничтожению захватчиков. В районах, находящихся под угрозой захвата противником, руководители партийных организаций должны немедля организовать подпольные ячейки, переведя уже сейчас часть коммунистов и комсомольцев на нелегальное положение. Для обеспечения широкого развития партизанского движения в тылу противника партийные организации должны немедля организовывать боевые дружины и диверсионные группы из числа участников гражданской войны и тех товарищей, которые уже проявили себя в истребительных батальонах, в отрядах народного ополчения, а также из работников НКВД, НКГБ и других. В эти же группы должны быть влиты коммунисты и комсомольцы, которые не используются для работы в подпольных ячейках. Партизанские отряды и подпольные группы должны быть обеспечены оружием, боеприпасами, деньгами и ценностями, для чего заблаговременно должны быть в надежных местах зарыты и запрятаны необходимые запасы. Необходимо также заблаговременно позаботиться об организации связи подпольных ячеек и партизанских отрядов с советскими районами, для чего их снабдить радиоаппаратами, использовать ходоков, тайнописи и прочее, а также обеспечить посылку и печатание на местах листовок, лозунгов, газет. Из постановления ЦК ВКПБ об организации борьбы в тылу германских войск от 18 июня 1941 года. Значит, после объявления войны было специальное решение руководства страны о том, чтобы объединить эти все структуры и, значит, управлять ими из одного центра. Это позволило сконцентрировать, значит, силы и средства. Значит, диверсионные различные группы, они забрасывались, захватывали какие-то коммуникации, мосты, значит, уничтожали просто руководящий состав. Вот на этой территории, захваченной врагом, остались склады вооружения, снаряжения, обмундирования, значит, каких-то документов. Вот, и они там все использовали. В Ставрополе, оказавшемся в тылу немецкой армии, начался настоящий террор. Фактически все жители Ставрополя, которым не удалось эвакуироваться, жили под постоянной угрозой смерти. Своей главной задачей немцы поставили борьбу с коммунистами. Кого-то удалось переманить на свою сторону. Несговорчивых ждали пытки в застенках гестапо и расстрелы. Работник полиции должен всегда помнить, что он стоит на важном участке общего фронта Новой Европы против большевизма. Клавдия Абрамова с самого начала находилась в группе риска как член партии и прокурор. Однако не только не пожелала оставить город, но и наладила подпольную деятельность. Она проявила потрясающую выдержку и хладнокровие. Клавдия Абрамова рискнула всем, что у нее было, даже самым дорогим – детьми. В 1941 году, в период уже вот подготовки к обороне Москвы, была сформирована отдельная 70-я
значит, армия войск НКВД. Почему называлось войск? Потому что вот эти вот пограничные внутренние войска, конвойные войска и другие, они тогда в тот период получили именно такую аббревиатуру, что это войска НКВД. То есть армия и подразделения армейские, а это войска НКВД, которые выполняли вот функции борьбы с диверсантами, шпионами, предотвращения террористических актов и борьбы с дезертирами, с беспризорниками, с детьми, вот, которые остались без попечения родителей. Но это вот, вы знаете, что это еще при Дзержинском была такая функция у органов ВЧК, и в дальнейшем она также продолжалась. Вместе с другими подпольщиками Клавдия Абрамова писала антифашистские листовки, прятала советских солдат, бежавших из плена. Как прокурора она, очевидно, выявляла предателей-коллаборационистов, которые сознательно шли на сотрудничество с оккупантами. Их в 1942 году было немало. Среди них были те, кто по разным причинам был недоволен советской властью и ждал немцев как освободителя от коммунистов, и те, кто был морально раздавлен трагедией, случившейся со страной, и те, кто занимался доносительством по зову души, и кому было безразлично, кому служить – большевикам или фашистам. У многих людей, особенно вот присоединенных вот этих вот территорий, в тот период был без сомнения вопрос о том, что германская армия она очень быстро и легко расправится с Красной армией, и, значит, немецкий порядок будет на этих территориях. Поэтому на сотрудничество с немецкой разведкой они шли сознательно, и они были убеждены в ее правоте и ее победе. Вот. И когда первый период военных действий показал, что Красная армия практически была на первый период западные наши территории, они были очень быстро захвачены. И вот поддерживаемой пропагандой теории Блицкрига, молниеносной войны, она очень у многих стала вызывать такую определенную поддержку. Что да, действительно, тепло, сухо, огромные танковые корпуса практически встречая там какое-то эпизодическое сопротивление, они двигаются. И задача, которую ставил Гитлер, что выйти на линию Ленинград, Москва, Волга. Ставрополь в 1942 году находился в зоне действия немецкой фронтовой контрразведки. В городе и его окрестностях работала Абвергруппа 201. До сентября 1942 года она действовала при 11-й немецкой армии. Затем была переподчинена 1-й танковой армии. С февраля 1943 года придана армейской группировке «Халидт». Орган вел разведывательно-диверсионную работу в советском тылу и на переднем крае фронта. Проводил контрразведывательные и карательные мероприятия против партизан, для чего при органе имелся казачий полк особого назначения. Группа вела широкомасштабную работу по вербовке сотрудников из числа военнопленных и людей, сочувствующих оккупации. Бывшие красноармейцы, завербованные в лагерях военнопленных, проходили подготовку при этой абвергруппе. В курс обучения входили подрывное дело, топография, самбо, изучение оружия и поведения в советском тылу. Одновременно новичков обрабатывали в антисоветском духе, распространяли среди них газеты «Заря» и «Новое слово». Проверка агентов проводилась на контрразведывательной работе и в карательных операциях. Агенты были обмундированы в немецкую военную форму и вооружены штатным советским оружием. Инструктаж и переброску агентов производили начальник группы капитан Шлегель и лейтенант Гирш. При задержании в советском тылу агенты выдавали себя за дезертиров для последующего внедрения в штрафные роты и перехода к немцам. Это были бывшие красноармейцы, бывшие воины Красной армии. То есть, когда у виска дуло пистолета, здесь выбираешь, или ты остаешься патриотом и уходишь из этой жизни, или ты сотрудничаешь, и у тебя остается попытка жить. У многих людей, особенно вот присоединенных вот этих вот территорий, в тот период был без сомнения вопрос о том, что германская армия она очень быстро и легко расправится с Красной армией, и, значит, немецкий порядок будет на этих территориях. Поэтому на сотрудничество с немецкой разведкой они шли сознательно, и они были убеждены в ее правоте и ее победе. Именно такому противнику противостояла Клавдия Абрамова и ее соратники. В сентябре 1942 года по доносу местной жительницы Клавдию Ильиничну арестовали. Женщины поместили в камере отдельно от дочерей. Началась психологическая обработка. Фашисты использовали проверенную тактику кнута и пряника. Им хотелось, чтобы коммунистка, прокурор и подпольщица добровольно перешла на их сторону. Этот факт стал бы неплохим элементом пропагандистской войны против Советского Союза. Но женщина не сдавалась, не действовали ни уговоры, ни угрозы. Следователь-гестаповец заявил на допросе: «Мы дадим вам жизнь и возможность трудиться во имя Великой Германии».
Я коммунистка, ею была и ею погибну, если настанет последний час. Источники говорят, что от уговоров фашисты перешли к изощренным пыткам, но и физическое насилие не подействовало. Клавдия Абрамова знала, на что шла, и была готова к самому худшему. Женщины-добровольцы, это было стихийное явление. В основном это были молодые девушки-комсомольцы, члены партии, которые, понятно было, если они останутся на оккупированной территории, их судьба, в общем-то, была понятна, что они будут просто убиты. И не будем забывать о том, что эти женщины были патриотками и хотели воевать наряду с мужчинами. Психологическое насилие тоже было в арсенале фашистов. Накануне перед расстрелом Клавдии Абрамовой привели ее дочерей. Девочки не понимали, что их ждало. Они испуганно наблюдали, как мать то и дело куда-то уводит. На последние допросы. Цена сделки – жизни двух ни в чем не повинных девочек. Душераздирающую сцену описал советский педагог Василий Сухомлинский. Я не на всякую жизнь соглашусь, не стану предательницей. Гордо ответила она врагам, поцеловала детей и повела их на расстрел. Клавдия Ильинична Абрамова была казнена вместе с дочерьми 3 октября 1942 года на тюремном дворе в городе Ставрополе. Когда он был освобожден от фашистов, было проведено расследование. Виновные в предательстве были наказаны, а сама Клавдия Абрамова была награждена орденом Отечественной войны первой степени. 7 мая 1967 года возле швейного объединения имени 8 марта в Уфе ей и ее дочерям был установлен памятник. Немногим позже ее имя было присвоено одной из уфимских улиц. Сегодня памятник Клавдии Абрамовой находится именно там. Надпись посвящения лаконична: бесстрашной партизанке Клавдии Ильиничне Абрамовой-Разуваевой, погибшей вместе со своими детьми в Великую Отечественную войну. Сегодняшнему человеку с трудом удается понять природу подвига Клавдии Абрамовой, причины, которые заставили мать сделать столь страшный, беспощадный выбор. Между собственной жизнью и жизнью своей семьи, и общим благом, честью и верностью Родине она выбрала второе. Принесла себя и своих детей в жертву ради жизни на земле. Пожалуй, лучше всех это описал все тот же педагог Сухомлинский. В этом героическом событии во всей полноте раскрывается смысл того понятия, что человек – наивысшая ценность, что жизнью и смертью героя измеряется красота, величие Родины.